Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Указом президента Абхазии Джансух Нанба назначен вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия. Рауль Хаджимба также подписал указы о назначении министром по налогам и сборам Даура Курмасия, министром по чрезвычайным ситуациям Льва Квициня, министром здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия, министром демографии и репатриации Беслан Адбар, министром культуры Эльвиру Арсалия. Председателем Госкомитета по курортам и туризму назначен Автандил Гардский, а председателем Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалья. 31 октября состоялось очередное заседание сессии Народного собрания парламента Абхазии. Народные избранники рассмотрели 6 вопросов повестки дня. Внесли изменения в закон Республики Абхазия о повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров и в некоторые законодательные акты в части регулирования НДС. Также депутаты внесли изменения в закон о республиканском бюджете на 2019 год. А председателем арбитражного суда Республики Абхазия переизбрана Фатима Квициня. Али Катрапш расскажет подробнее. Национальный гимн Республики Абхазия знаменовал начало осенней сессии Народного собрания. Затем депутаты перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. Первым народные избранники рассмотрели законопроект о повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров Республики Абхазия. Проект закона представил представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Он сообщил, что данный законопроект разрабатывался в парламентском комитете депутатом Леонидом Чамагуа и был внесен президентом на рассмотрение парламента еще в июне текущего года. Законопроект охватывает 2587 человек и предусматривает повышение их размера пенсий. Увеличивается пенсия круглым сиротам с 3000 рублей до 4000 рублей, а инвалидам до 16 лет с 2000 до 3000 рублей, инвалидам первой группы с 1500 до 3000 рублей, инвалидам второй группы с 1300 рублей до 2300 рублей. И инвалидам советской армии при прохождении военной службы первой группы с 1000 рублей до 4500, второй группы с 700 рублей до 4300 рублей и третьей группы с 500 рублей до 4200. По инициативе парламентского комитета было предложено, чтобы инвалидам первой группы увеличивать пенсию не до 2500, а до 3000 рублей, то есть еще больше повысить. И инвалидам второй группы с 1300 до 2500 рублей. Данное предложение, которое поступило от комитета, мы также поддерживаем. Леонид Чамагу обратился к коллегам с просьбой внести изменения в обсуждаемый законопроект и рассмотреть возможность дополнительного увеличения размера пенсии отдельным категориям граждан. На протяжении многих лет у нас идет неправильное пенсионное обеспечение инвалидов детства, потому что до 16 лет человек, получая сумму 3000 рублей, вдруг с наступлением 16-летнего возраста начинает получать пенсию меньше. Да, эта практика, она многолетняя у нас почему-то, поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой увеличить сумму пенсионного обеспечения надбавку не на 1000, а на 1500 рублей для первой группы, и приравнять ее к тем, кто получает до 16 лет 3000 после наступления, чтобы они, став инвалидами первой группы, тоже получали 3000, а для инвалидов второй группы до 2500 поднять. Это дополнительную нагрузку, если посчитать здесь сходу, даст небольшую на пенсионный фонд, но тем не менее это будет правильно. В итоге данный законопроект был принят в третьем окончательном чтении. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. Следующим вопросом повестки дня депутаты предложили внести изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС. Проект закона представила Натали Смыр. Изменения направлены на внедрение механизма вычета сумм НДС, предъявленных налогоплательщику при приобретении товаров на территории Абхазии и фактически уплаченных им, либо уплаченных при ввозе товаров на таможенную территорию,
территорию в случае их порчи и утраты. Кроме того, предложено применить дифференцированный подход в определении ставок налога на добавленную стоимость в размере 0, 3, 7 и 10%. Под ноль попадут все товары, которые входят в потребительскую корзину, и они не будут облагаться, они будут под ставкой 0. Основным моментом к изменению еще также являлся момент справедливости. То есть вы же понимаете, с кого были сняты, не попал под систему налогообложения НДС, обозным НДСом, у него большие преференции, у него большие, то есть он себя в финансовом отношении на порядок лучше чувствует. Момент справедливости и объективности у нас являлся основным моментом, и мы решили, что те, кто не платил вообще ничего, попадут под ставку 3. А те, кто раньше платили 7, попадут, 10, попадут под 7. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба поддержал данный законопроект, но отметил необходимость его доработки. А депутат Рауль Лоло высказал мнение, что внесение изменений в закон об НДС могут вызвать осложнения в системе таможенного оформления, и особой пользы предпринимателям от данного законопроекта не будет. Я считаю, что налоговые процедуры, наоборот, надо сокращать или упрощать, а мы их только усложняем. А вопрос дифференциации вот этих налоговых ставок, вот это мы самое главное здесь обсуждаем, там 3, 7, 10, 0 или вообще отмена какого-то НДС. Это очень сложно для системы таможенного оформления документов. Мы только усложняем, понимаете? Поэтому где-то грань будет, где граница будет перехода от 7 до 3, от 3 до 0. Поэтому сами товары тоже, какие попадают, какие не попадают, понимаете? Я не буду за этот законопроект голосовать, я вообще выступаю в целом за реформирование, нормального приведения в порядок этого законопроекта в целом, подойти к этому очень серьезно и солидно. В итоге, после обсуждения депутаты приняли законопроект о внесении изменений в закон об НДС в первом чтении. Далее был рассмотрен проект закона об упрощенной системе налогообложения, который предусматривает введение в Абхазии упрощенной системы налогообложения в виде единого налога с оборота, заменяющего собой уплату большинства основных видов налогов, предусмотренных законодательством. Упрощение налогообложения должно способствовать улучшению условий функционирования малого и среднего бизнеса за счет снижения финансовых и трудовых затрат. Законопроект также был принят в первом чтении. Кроме того, на сессии Народного собрания парламента Абхазии было принято постановление о создании рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере. Речь идет о разработке закона о демографии. Также на сессии парламента депутаты проголосовали об избрании Фатимы Квициня на должность председателя арбитражного суда Республики Абхазия. Алика Трапш, Алексея Гухава, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. Директор Российского института государственной службы и управления, наш соотечественник Игорь Барцыц указом президента Российской Федерации Владимира Путина награжден орденом почета. Награды директор института удостоен за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, сообщается на сайте института. Игорь Барцыц – действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования, имеет благодарность правительства Российской Федерации. Он является экспертом Российского фонда фундаментальных исследований и действительным членом Академии политической науки. Входит в состав экспертного совета по праву Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. Автор более 150 публикаций, ответственный редактор энциклопедии государственного управления в России, профессор, доктор юридических наук. Международный день Черного моря отмечается 31 октября. Эта дата была выбрана не случайно. Именно в октябре 1996 года 6 причерноморских стран подписали стратегический план действий по реабилитации Черного моря и приняли решение учредить данный экологический праздник. Черное море – это не только уникальный водоем, но и важный район транспортных перевозок и один из важнейших курортных регионов Евразии. А для Абхазии со всех точек зрения Черное море имеет стратегическое значение. Репортаж Амелии Бисмарк.
Ежегодно в Международный день Черного моря в мире проводятся экологические акции. Жители стран Черноморского бассейна выходят на набережную, чтобы еще раз провести уборку и облагородить прибрежные территории. Проблема загрязнения воды, в том числе и бытовыми отходами, одна из наиболее серьезных. Визуально определить степень чистоты Черного моря сложно, но от этого фактора зависит многое. Студенты физики Абхазского государственного университета не забывают дату экологического праздника. Под руководством преподавателей, практикующих ученых, они проводят различные акции. Твердые отходы, с ними нужно бороться, то есть принимать все меры, чтобы не было такого загрязнения, проводить, значит, очистку побережья, очистку берегов. История происхождения и развития Черного моря постоянно притягивает внимание исследователей. Во времена глубокой древности существовало единое водное пространство. Позднее, в результате горообразовательного процесса и поднятия Альп, океан разделился на две части. В восточной половине оказалось Черное, Каспийское, Азовское и Аральское моря, а все вместе они составляли Сарматское море. 8 миллионов лет тому назад происходят горообразовательные процессы, в результате чего Аральское море отделяется, остается Каспийское и Черное море пока единым. Ну и островок Кавказа продолжает возвышаться. Это единое море, Каспийское и Черное море, именуется Понтическим морем. Затем 1 миллион лет тому назад, опять в результате этих процессов и в результате поднятия Кавказских гор, Черное и Каспийское моря, они отделяются друг от друга и приобретают современные очертания Азовского и Черного морей. Черное море является внутренним морем бассейна Атлантического океана. Через пролив Босфор оно сообщается с Мраморным морем, а через Керченский пролив с Азовским. Существует здесь два течения. Это Верхнебосфорское течение и Нижнебосфорское течение. Верхнебосфорское течение перемещает водные массы, черноморские водные массы в сторону Мраморного моря, а Нижнебосфорское течение уже в обратную сторону. Ну, из-за того, что уровень Черного моря находится ниже Мраморного сантиметров на 30, существуют именно вот эти два течения. Благодаря взаимодействию этих двух течений происходит миграция рыб между двумя морями. Черное море – самый большой в мире миромехтический водоем. Это означает, что верхние и нижние слои воды не смешиваются между собой, так как между ними существует еще один промежуточный слой. Вот холодный промежуточный слой, он расположен от глубины 30 метров до 100 метров. И именно в этом холодном промежуточном слое формируются такие скачки температуры, значит, солености и плотности. До глубины 200 метров все равно существует и кислород, и сероводород. Вот есть зона сосуществования, это 150-200. Там уже, значит, живых организмов почти нет, но есть серные бактерии, есть какие-то организмы, которые адаптировались к такой среде. А ниже 200 метров отсутствуют организмы, которые питаются кислородом. Для черноморских стран море играет огромную роль с экономической точки зрения. Здесь важно отметить большие рыбные запасы, а также удобные транспортные маршруты. На берегу Черного моря расположены 7 стран: Болгария, Турция, Румыния, Россия, Абхазия, Грузия. И, конечно же, на территории этих стран находится большое количество городов-портов, такие как Самсун, Трабзон, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Сочи, Туапсе и, конечно же, наш Сухум, который является одним из самых древнейших городов-портов в мире. Ежегодно существенный объем перевозок морских приходится на экспорт нефти, нефтепродуктов, металлов, минеральных удобрений, экспорт леса, пиломатериалов и многое другое. Также в Черноморском бассейне развиты разные виды перевозок. Это пассажироперевозки, контейнерные перевозки, паромные переправы. На побережье Черного моря в основном встречаются комфортные климатические условия для развития туризма. Что касается Абхазии, то в этом плане, по мнению ученых, наша страна занимает наиболее удачное и благоприятное расположение среди других стран бассейна. Амелия Бисмарк, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Впервые в Абхазии в Международный день Черного моря военнослужащие российской военной базы Южного военного округа провели акцию «Чистый берег», сообщает пресс-служба округа. Вооружившись перчатками, мешками и другим инвентарем, экологический десант убрал мусор на участках побережья Черного моря общей протяженностью более 3 километров. На прибрежных полигонах
в Гудаутском, Ачамчирском и Гулрыбском районах Абхазии. Кроме того, в течение летнего периода военнослужащие со своими семьями периодически проводят субботники на береговой зоне отдыха, организованной на территории военной базы в Гудауте. Весь собираемый мусор пакетируется, перевозится и уничтожается в соответствии с экологическими нормами. Туристический сезон 2019 в Абхазии завершен. Один из главных курортных объектов страны, Новоафонская пещера, проводит его итоги. С 1 января по 1 октября пещеру посетили более 250 тысяч человек, что на 9 тысяч меньше, чем в прошлом году. Эсма Голанзе продолжит тему. Новоафонская пещера – одна из самых крупных не только в Абхазии, но и в мире. Она знаменита своей красотой и успела завоевать любовь тысячи туристов. Пещера принимает посетителей круглый год. Во время курортного сезона она работает ежедневно, а в остальные месяцы – 4 дня в неделю. С середины октября объект перешел на зимний режим работы и принимает туристов по средам, четвергам и в выходные дни. Количество экскурсий снизилось, однако желающих посмотреть на уникальное творение природы по-прежнему немало. Мы приехали в Абхазию из города Челябинска, с Урала. Дочка у меня уже была со сборами, с гимнастики. А я первый раз. В пещеру мы попали первый раз. Потрясены глобальностью. И даже не ожидали, что она настолько большая. Очень интересно и красиво. Мне тут очень нравится. Я не ожидала, что она такая большая будет. В Абхазии второй раз, на Новом Афоне второй раз. Мы приезжали в том году и в этот же город приехали второй раз. Нам очень понравилось, но в том году мы не успели посетить пещеры. В этом году сразу первым делом захотелось. Нам интересно, конечно, впечатляет размеры. Мы были в пещерах в Адыгее. Большой азиатская, по-моему, называется пещера. Там она, конечно, чуть поменьше. Классно. Почему? Я бы еще раз вернулась. Экскурсии в Новоафонскую пещеру проходят комфортно и увлекательно. Экскурсовод рассказывает посетителям об истории пещеры, ее первооткрывателе, описывает уникальную флору и фауну каждого из 9 открытых к просмотру залов. За период с 1 января по 1 октября пещеру посетили 254 477 человек. По словам директора пещеры Мирона Чалмаз, в этом сезоне количество туристов на 9 тысяч человек меньше, чем в предыдущем. К сожалению, тенденция последние годы, прошлый год и этот год, говорит о том, что мы теряем все-таки своих посетителей. Естественно, это связано напрямую с их материальными возможностями, многие из которых уже видели нашу Новоафонскую пещеру. Хотя с каждым годом приезжают и новые поколения, новые люди, которые не видели, хотят посмотреть. За период на 9 месяцев уже около налогов было заплачено 12 миллионов 800 тысяч. Общий объем выполненных работ составил 128 миллионов 600 тысяч. Да. Помощь району на 35 миллионов. Собственная прибыль у нас где-то около 35 миллионов. За прошедший курортный сезон руководством и сотрудниками Новоафонской пещеры было проделано немало работы. Для удобства туристов и улучшения качества их обслуживания был отремонтирован и открыт еще один вход. Были проведены работы и в полости пещеры, установлены новые перила и оградительные сетки. Кроме того, руководство пещеры постоянно следит за сохранением и поддержанием здесь уникального микроклимата. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Актеры Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба готовятся вновь покорить своим мастерством зрителей братских республик. 4 ноября наши артисты будут принимать участие в международном фестивале «Сцена без границ» во Владикавказе. 22 ноября в фестивале «Южная сцена», который пройдет в городе Нальчик. Стоит отметить, что спектакли Валерия Яковия не раз принимали участие в данных фестивалях и удостаивались главных призов. Какой постановкой на сей раз удивит зрителей прославленный режиссер в нашем следующем репортаже.
Действие пьесы «Берег неба» происходит в небольшом итальянском городке Кантозе в послевоенные годы 20-го столетия. Здесь остались одни старики, о существовании которых в пылу войны и бурной послевоенной жизни мир просто позабыл. Есть только один молодой человек – Беппо, но он страдает слабоумием от рождения и также не нужен обществу. Это настолько лишние люди, что их лишили связи с большим миром. Сюда не ходят поезда, рельсы разобрали еще перед войной. Телеграф молчит, лавки закрылись. Только изредка Кантозы навещают торговец и почтальон. Но, несмотря на это, старики любят, трудятся, печалятся, веселятся. Живут, радуясь случайной песне дрозда, листопаду и даже приходу смерти. Пропущенная сквозь призму художественного видения жизнь обыкновенных провинциалов, до последних минут продолжающих радоваться солнцу, снегу, дождю, соседям, обретает весомость притчи. Невзирая на свое такое положение, здесь собирает обстоятельства, собирает людей и пришлого, который отсюда ушел, который хочет конец свой здесь, как бы на родной земле обрести. Для чего мы ставим спектакль? Они выше этих обстоятельств становятся. Они преодолевают в себе вот это, как бы, лирическое, перешагивает некая мужественность, что ли. И с иронией какой-то суетности, на которую тратят там, в городе. Спектакль «Берег неба» по мотивам произведения знаменитого итальянского поэта, писателя и сценариста Тонино Гуэрры в постановке режиссера Валерия Ковя впервые был поставлен на сцене Абхазского драматического театра в 2006 году. К сожалению, не весь состав артистов дожил до наших дней, потому в нынешней постановке есть и введенные артисты. Один из них – Таймураз Чамагуа, актер Абхазского драмтеатра. Мой образ – это тот образ, который уехал, оставил это село, объездил весь мир, возвращается, и при этом у него там с семьей проблемы, дети разбросаны по всему миру, супруга ушла в тот мир, ему ничего не оставалось, кроме как вернуться. И он здесь, в этом семье, становится лишним. В принципе, вещь, она очень ложится на нашу тему, на нашу действительность абхазскую, послевоенную. На сцене минимум декораций. Складывается впечатление, будто это нарочно, задумка режиссера. Ведь лишние предметы будут только отвлекать от блестящей игры актеров, с которыми хочется вместе и смеяться, и плакать, словом, сопереживать. Наши зрители тоже смогут увидеть постановку «Берег неба» на большой сцене Абхазского драматического театра 19 ноября. Наала Ковя, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. А 30 октября на сцене Абхазского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Голый король». Государственный молодежный театр показал пьесу Евгения Шварца, поставленную по мотивам сказок Андерсона «Новое платье короля» и «Принцесса на горошине». Репортаж Сарии Кварцхели. Игра актеров Абхазского театра была неподражаемой. Композиции театральных декораций также были яркими и насыщенными и создавали образ того места и времени, к которому относится действие спектакля. Не менее важны были и костюмы, которые подчеркивали оригинальность и самобытность пьесы. По стилевому и цветовому оформлению они перекликались с театральными декорациями. Юмор и сатира почти на грани дозволенного, но это и придает спектаклю особый колорит. В зале гаснет свет, и публика погружается в сказочный, но в то же
же время реальный мир. Действие происходит в некоем выдуманном государстве. Юная принцесса Генриетта влюбляется в свинопаса Генриха. Ее отец не согласен с таким выбором и решает выдать дочь замуж за короля из соседней страны. Хрупкую и в то же время смелую принцессу играет актриса молодежного театра Лана Гергия. Для молодой актрисы это первая большая роль. И, конечно же, она исполняет ее с большим вдохновением. Эмоции просто непередаваемые. Это и волнение, когда ты за кулисами. Ну, это просто невозможно передать. Шаг на сцену, и все улетучивается просто. Сыграла ли я, смогла ли я, сказать не могу. Это не мне говорить, не мне судить об этом. Благодарна каждому за поддержку, за помощь, за веру. В пьесе очень много персонажей. Здесь и придворные дамы, услужливые фрейлины, подданные подхалимы, жандармы, солдаты и министры. И, конечно же, король, тиран, самодур, купающийся в роскоши и окруженный крайне лицемерной свитой. Хитрые ткачи придворные провернули потрясающую махинацию, не потратив ни копейки на изготовление королевского наряда. Выставили его посмешищем для всего народа. Роль короля сыграл актер молодежного театра Аслан Ангваб. Донести детскую сказку со взрослой моралью до зрителя было непросто, говорит актер. Илыка он дорозаги бараруланы шизико зазахан. Ацохтун блиги хаос изами пазгазы изими пигазгиоёк. Абриззаги ахопши он зайнаганы илыка артепш юнтна ахмар хашсахика каны воды обдараза хампада. «Голый король» – это безудержный смех от начала до самого конца спектакля. Было много запоминающихся сцен, но настоящий фурор среди зрителей произвел актер молодежного театра Дауд Шамба, который играл роль гувернантки. Красивое платье, чулки, обувь на каблуке и безупречная актерская игра не оставили публику равнодушной. Такой заряд бодрости, веселья в наше время. Ребята наполнили нас положительными эмоциями. И мы теперь это веселье, эти положительные эмоции понесем в свою жизнь и будем, в свою очередь, тоже дарить положительные эмоции своим друзьям и родным. Спасибо большое. Очень понравился, просто шикарный король. Вообще просто в шоке был. Великолепный такой мужик, интересный очень, с хорошими эмоциями. Понравилось, как все пели и танцевали. То есть очень музыкально все. Вот это вот хороший подбор музыки. Это мне понравилось. Получил огромное удовольствие от того, что пришел. Большое спасибо. Пьесу поставила молодой российский режиссер Наталья Николаева. Это не первый ее опыт работы с труппой Абхазского молодежного театра. Не так давно Наталье Николаевой был поставлен спектакль «Укрощение строптивой». Как отметила режиссер, каждый актер максимально вжился в роль и показал настоящее мастерство. В этот раз такой эксперимент был. Я попробовала быть художником-постановщиком и художником по костюмам и режиссером. Мне очень сильно помог Гарри, художник. Без его рук мы бы ничего не сделали, ни по одному вопросу. Помогали очень хорошо профессионалы в ателье, которые исполняли. В общем, в целом по свету художник замечательный, изумительный. Хореографа мы пригласили, очень талантливого. Поэтому все, когда есть команда, все получается. «Голый король» – пьеса в двух действиях Евгения Шварца, созданная по мотивам сказок Андерсона «Новое платье короля и принцессы на горошине». Эта история уже более 100 лет, но выражение «а король-то голый» осталось в устах народа. Оно употребляется, когда люди выдают за правду то, чего нет на самом деле. Сария Гварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде.
По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь с грозой, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 10-15. Температура морской воды плюс 20 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.